Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в ОАЭ. Президент Туркменистана направил соболезнования Ибрахиму Раиси в связи с терактом в Иране. Туркменистан возобновит регулярные рейсы по маршруту Ашхабад-Абу-Даби и другие новости. Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси. В ходе беседы президент Туркменистана отметил, что с большим прискорбием воспринял известие о террористическом акте в городе Керман, приведшем к многочисленным жертвам и ранениям. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в четверг с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту Абу-Даби главу Халк Маслихаты встретили министр энергетики ОАЭ и другие официальные лица. В ходе краткой беседы было отмечено особое значение, которое Туркменистан придает всестороннему расширению взаимовыгодного сотрудничества с ОАЭ как одним из наиболее динамично развивающихся государств мира. В ходе визита Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с президентом ОАЭ. Стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений и взаимовыгодное сотрудничество. Национальный лидер туркменского народа отметил успешное партнерство с финансовыми институтами Объединенных Арабских Эмиратов, а также в таких сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации, индустриальный и агропромышленный комплекс, высокие технологии. В завершении встречи Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента ОАЭ посетить Туркменистан в удобное для него время. Государственный комитет Туркменистана по статистике при поддержке ЮНИСЕФ и ЮНФПА проведет мониторинг данных о благополучии детей и их семей. Исследование позволит получить важную информацию для разработки государственных программ в интересах детей. С января по апрель обученные полевые команды посетят 6800 домохозяйств по всей стране. В новом онкологическом центре города Аркадак в Туркменистане внедрены инновационные технологии и оборудование мирового уровня. Это позволит значительно повысить эффективность диагностики и лечения онкологических заболеваний в стране. По словам директора центра Реджепа Оразбердыева, благодаря современному диагностическому оборудованию стало возможно выявлять различные формы рака на ранних стадиях. Это является приоритетным направлением работы клиники. В центре внедрены все методы паллиативной помощи, направленные на улучшение качества жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемой, связанной с неизлечимым заболеванием. В Музее изобразительных искусств состоялось открытие выставки женщин-художниц Ирана и Туркменистана. Свои оригинальные работы представили мастера изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Авиакомпания «Туркменистан» возобновит прямые регулярные рейсы по маршруту Ашхабад-Абу-Даби-Ашхабад с 5 января. Решение о возобновлении авиасообщения между столицами двух стран было принято в ходе рабочего визита национального лидера туркменского народа в ОАЭ. В рамках визита глава Халк Маслихаты провел рабочее совещание с участием заместителей председателя Кабинета министров Туркменистана и руководителей топливно-энергетического комплекса страны. Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что возобновление авиасообщения со столицей ОАЭ свидетельствует о выводе двусторонних отношений на новый уровень. Корпорация Microsoft объявила о планах добавить в стандартную клавиатуру клавишу для запуска ИИ-помощника «Копилот». Это будет первое значительное изменение раскладки клавиатуры Windows PC за почти 3 десятилетия. Первые компьютеры с новой клавишей станут доступны весной 2024 года. Специалисты Института мясомолочной промышленности Беларуси разработали сухие смеси для пищевого 3D-принтера, которые позволяют печатать котлеты из натурального мяса без пищевых добавок, консервантов и красителей. В смеси входят свинина, говядина и мясо цыплят. С помощью 3D-принтера можно создавать котлеты любой формы и размера, например, в форме зверюшек, без костей или с начинкой. Федерация футбола Туркменистана объявила об открытии зимнего трансферного окна в январе 2024 года. В рамках трансферного окна футбольные клубы страны могут дозаявлять новых игроков для участия в матчах высшей лиги и Кубка Туркменистана. Процедура дозаявок продлится до 28 февраля включительно. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.